В Киеве переименовали Грозненскую улицу. Теперь она называется Ичкерийской, в честь непризнанной Чеченской республики Ичкерии. Это стало частью программы по так называемой дерусификации, декоммунизации и деколонизации, подразумевающей изменение всех названий, когда-либо связанных с Россией. В рамках этой же программы в Кривом Роге может появиться улица первого президента Ичкерии Джохара Дудаева. Такое название администрация города предложила для бывшей улицы Есенина. Между тем, председатель Кабинета министров непризнанной Ичкерии в изгнании Ахмед Закаев назначил в Украине консула. Им стал российский и украинский юрист Юрий Шулипа. Решение о его назначении было принято после визита Закаева в Украину этой весной. Согласно официальным документам, консул необходим для активизации и усиления работы дипломатического корпуса Ичкерии в свете последних директив во внешнеполитической области. По словам Шулипы, он собирается оказывать поддержку чеченским добровольческим батальонам, воюющим на стороне Украины. Сейчас их 4 – имени шейха Мансура, имени Джохара Дудаева, Интернациональный легион и Сумасшедшая стая. Шулипа намеревается решить вопрос о легализации чеченских бойцов. Они подвергаются критике не только со стороны властей Чечни и лично ее главы Рамзана Кадырова, обещавшего награду за головы командиров батальонов. Ранее их преследовали власти Украины. В прошлом году Совет национальной безопасности ввел в их отношении санкции. По данным различных источников, общая численность чеченских добровольцев, воюющих на стороне Украины, на середину июня составляет до 500 человек.